Руководство Удачнинского горно-обогатительного комбината провело разъяснительную работу в трудовых коллективах по спецоценке условий труда. Наши коллеги побывали на одной из таких встреч. Основанием проведения спецоценки условий труда является федеральный закон. Алроса, как и многие другие горнодобывающие предприятия, регулируют свою деятельность в соответствии с законодательными требованиями. В этот раз в указе, собственно, в этой оценке состоялись принципиальные изменения. Принципиальные изменения в каком плане? Что поменялся ряд аспектов, ряд подходов по оценке условий труда. Скажем так, вот одно из основных условий, это вот, как мы говорим, морозные. Раньше они, в общем-то, у нас присутствовали везде как фактор климатический. Сейчас этот фактор, в общем-то, везде отменен. В соответствии с замерами на рабочих местах для отдельной категории работников доплата за вредные условия труда будут отменены, что повлечет за собой прежде всего сокращение отпуска и увеличение возраста выхода на пенсию. Конечно, все это не может не волновать работников Алроса. В этой связи директор ГОКа и специалисты комбината подробно рассказали всем присутствующим о том, какие меры предпринимаются руководством акционерной компании Алроса, чтобы уровень заработной платы у работников после проведенной спецоценки ни в коем случае не уменьшился. Сохранить уровень заработной платы. Вы знаете, это не просто слова, это не просто приблизительно. Смотрим по каждому работнику, чтобы уровень заработной платы был не 99-98%, а 100%. Округление, если идет, то так 100,2, 100,8. Ни у кого не 99%. Как отметил первый вице-президент, исполнительный директор акционерной компании «Алроса» Игорь Соболев, смысл разработки этих планов – заранее проработать и взвесить все варианты, чтобы компания была готова к любому развитию ситуации. В заключение директор и специалисты комбината ответили на все вопросы присутствующих.